Тотальный диктант в этом году проходит в юбилейный 20-й раз. Автором текста на этот раз стала журналистка и писательница Анна Матвеева. В тексте рассказывается об истории личных дневников. О них автор рассуждает как об отдельном литературном жанре. В дневниках моей бабушки удивительным образом обнаружились те сюжеты, которые я сочиняла для нее. После знакомства с текстом можно приступать к написанию. На все дается около 40 минут. Диктант пишут в Назрани, еще почти в 700 городах России и более 40 странах мира. Эта площадка собрала около 60 человек разного возраста и пола. Юсуф Арчаков участвует в масштабной акции не в первый раз. Говорит, что надеется написать его на 5. Мне важно проверять свои знания, так как я готовлюсь к единому государственному экзамену. И это является моей хорошей практикой для меня. Аудитория тотального диктанта растет из года в год. Только в прошлом году в акции приняло участие порядка 500 тысяч человек. Текст диктанта автора Анны Матвеевой тоже говорит о том, что быть грамотным – это модно всегда во все времена. Ведь грамотный человек – это человек, который может поддержать беседу с любым человеком, рассказать о чем угодно. Я ознакомилась с текстом и не скажу, что он суперсложный. Текст действительно очень интересный, написать его можно любому человеку, который хоть мало-мальски развивает свой язык. Объединить всех, кто любит русский язык, хочет писать на нем и говорить. Просветительская акция еще и возможность познакомиться с современными авторами и их произведениями. Впрочем, каждый участник преследует свои цели. Мне была очень интересная тема, когда говорили тотальный диктант, это всероссийский. Мне стало очень интересно, поэтому я пришла сюда, решила попробовать себя. Мне очень понравилось, я считаю, что надо каждый год на такое приходить, проверять себя. Это был бесценный опыт, я бы сказала. Именно в таком масштабе давно я уже не писала, но сейчас я решила принять участие и проверить свои знания, так сказать. Результаты диктанта станут известны после 24 апреля. 5 получат те, кто написал диктант без ошибок или допустил 1 пунктуационную, 4, если от 2 до 4 помарок, а 3, если их было не больше 8. Тамара Хшагульгова, Муслим Арчаков, Магаз 24.